как вы долго? Долго? А мы там, гражданочки, между прочим, статью обсуждаем, как вас же лучше обслуживать. А вы 10 минут потерпеть не можете. Культовая кинокомедия «Дайте жалобную книгу» высмеивала отдельные недостатки ресторанной системы страны Советов. Рестораны эпохи развитого социализма были своего рода островками этакой дозволенной дистиллированной свободы, в которой советский человек чувствовал себя повольготней, нежели в суровых трудовых буднях. Добрый вечер. А что это значит? Значит, день был по-доброму начат. Значит, день был по-доброму прожит. Он умножит счастливые дни. Он принес нам хорошие вести. Подарил нам улыбки и песни. Мы как друга его проводили. И уже зажигает огни. Добрый город, добрый город зажигает огни. В советские времена любой уважающий себя ресторан обзаводился приличным гардеробом, швейцаром и, конечно же, ресторанным-оркестром, живой музыкой и танцами. Это во многом отличало рестораны от кафе и рюмочных. Своя ресторанная субкультура существовала и у нас в Якутске. Это музей на улице Романовка, да? Но сейчас это на улице Ярославского. Поэтому если провести параллель, то в середине этой улицы стоял первый ресторан в городе Якутске, ресторан «Северный». А в этом музее, я провел все свое детство. Здесь, когда вот со своим другом Толей Руденко, первые репетиции, потом первые выступления и, в конце концов, первые работа в ресторане. Вот, то есть мы начали отсюда, с этого дома. Здесь, конечно, был музей, но просто мы жили внизу, и поэтому репетиции, репертуар подбирали здесь. Все начиналось. Такая связь. Толя, вы помните эти моменты? Ой, да. И инструменты самодельные. Тогда же не было. Это хорошо сейчас в магазинах. Любую на выбор покупай все, что хочешь. А тогда ни денег и ни инструментов. Все делали сами, своими вот этими руками. Всю технику, усилители, микрофоны. Ой, в общем, приходилось, выкручивались, и как-то получалось. Так что насчет техники Александр Васильевич никогда не переживал. Все было чики-брики. Сами подбирали себе репертуар, да. Очень хороший, да, обширный был Only You, там очень разный. Американский. Был разнообразный. Поэтому можно было играть ее. Да. На самом деле это американский. Да. Так, скажем так, сквозь пальцы смотри на это. Почему, вот я там принес? А почему? Потому что опять голоса не было, а одну мелодию, пожалуйста. А про что там, непонятно же. Да. Потом стали врать. А не пел в то время никто. Везде была инструментальная музыка. Имитировали, может быть, там Битлз. Да, и то. Это какой Битлз был, да, в то время? 60 там какие-то. Да. Битлз думали, что это вот что-то, как мы читали в журнале «Смена», что они выходят, орут, они ничего не поют. Когда Руденко первый раз нам вот «Голос Америки», это Битлз, мы говорим, ты что, там такой хорал, такой вокал. Какой это Битлз? Битлз должен орать, кричать, волосами трясти. А оказывается, нет. И потом, смотри, самая первая же пластинка вышла только в 69-м году. Girl. И то было, что написано? Английская народная песня. Никаких Битлз, что не дай бог. Хиппи были. У меня зеленый замасленный свитер, вот так висящийся, шедевр был. Под Хемингуэя, под Битников скорее. Грязный, замасленный, вот так вот висит, это шедевр был. Вы тогда под хиппи. Да. Еще не хиппи, это были битники еще в то время такое. Олег Генис, хиппи это попозже. Но он врет. Это первое время было, да.
А потом, Волосы, ну, когда волосы, появился конечно, вот такие. журнал «Мелодия», такой чешский, издавался, да? Так мы что делали? Я пошел в эту библиотеку, взял чешский словарь, чтобы переводить, что там. И там, оказывается, снимки Битлз были, вернее, червоные гитары, там, Бит Олимпик. И тут опять Руденко, у него мама портниха. И мы приносим, вот они, посмотрите, вот червоные гитары с этими, с жабо. Она нам шьет рубашки с жабо. Следующее там берем. А вот группа, да, а эта группа, у них вот какие-то вот такие пиджаки. И вот потом уже стали одеваться так. Ну, это классно было. А мы орем на всю катушку, гитары жмем на полный газ. Не стоит тише, потому что их лучше громче их для вас. Где сейчас стоит Илтумен, там северный был ресторан. Вот, да. Ну, и как я там прошел, да, прошел вроде бы как бы отбор, их устраивало, как я играю. И там, значит, я тоже нерегулярно, но некоторое время я подрабатывал. Как только за ударник сядешь, уже какая-то жизнь, да, это и ритм другой, и пошел, и поехал, понимаете? Это Какой был? репертуар у ресторанников любой репертуар. Хотите самбо, босанова, что угодно, или просто там какие-то ритмы африканского типа. Все нормально. И главное, мне нравилось синкопировать большим барабаном на слабую долю. Это, особенно в сочетании с контрабасом, это у людей вот здесь вот начинает звучать этот ритм, понимаете? Они невольно начинают под этот ритм, сидя, двигаться. Девчонки-то, наверное, бегали, да? Ну, конечно. Было время, на курсзаводе играл, так наши однокурсницы, это самое, взяли, пришли туда на танцы. А девочки, мои однокурсницы, пришли на танцы, а девочки там же жесткие, все, рабочие, да, там клуб. Там танцы были для рабочего городка. И пришлось мне предупреждать всех вот этих. Я подозвал, там одна заводила девушка. Я говорю, вот этих девчат не трогать, чтобы это самое... Потому что мы, когда уезжали на такси, у нас было организовано, талоны на такси можно было. На такси мы садимся, и вот таксист высвечивает, как девчата дерутся. Это, ой.
Везде была своя публика, везде своя была публика. И публика была очень разная. Да, публика разная. Но в выходные дни в ресторан было очень сложно попасть. Как говорится, только по блату. Потому что места очень трудно. Даже вот кафе «Якутия», вот, Саша Капитон не даст соврать, даже туда было сложно попасть. В пятницу, субботу, воскресенье все было кругом занято. А вот, Саша, дело прошлое. Например, по тем советским временам навар за день сколько состоял? Ну, вы знаете, Что на это можно было? я могу вам сказать, что я, вот, допустим, когда в Лене, не в Лене, в Севере работал, но я просто вел как бы дневник свой, да? Да вы что? Ну да, интересно же, как люди заказывают, сколько заказывают, что. И мы зарабатывали где-то в месяц 1200 рублей, хотя зарплата была 400 рублей у рядового человека. 1200, это в что месяц. тогда? Да. Бешеные деньги. Да, я был студентом, я в зимние каникулы спокойно мог полететь в Москву, отдохнуть на каникулы, не прося ни копейки у родителей. Да. Отцу я подарил золотые часы на 50 лет с браслетом. У нас, в принципе, такое было воспитание. Допустим, в моей семье, вот у меня отец музыкант, он 55 лет проработал во Дворце пионеров, преподаватель по классу баяна. И я просто видел, как он с утра, он еще работал в финансовом техникуме, вел там самодеятельность. И потому все время музыка звучала ежедневно дома. Или он у магнитофона что-то подбирает для самодеятельности, или расписывает для оркестра баянов. Он тоже вел оркестр, как и я, сейчас продолжаю это его дело. Я делаю самые аранжировки, инструментовки. И поэтому вся музыка была, ну как вам сказать, вся жизнь была в музыке. И поэтому на другие дела как-то не хватало и времени. Еще спортом занимались. Я в вольную борьбу ходил. Вот как-то вы все успевали, да? Ну, время, просто, я не знаю, время такое же было раньше. Сейчас время немножко другое, и сейчас другие ценности у людей. А раньше мы вот не гнали, там, что, именно, чтобы только цель была заработать деньги. Главное, чтобы... Такой цели не было? Не, абсолютно не было. Просто жить, посмотреть мир. Вот, поездили в каникулы. Потом мы любили выступать, мы везде выступали. И по Комсомольской линии нас просили, на площади Ленина часто ансамбль наш выступал. Выпускные вечера играли. Вообще, хорошее было время, Саша? Да, время было хорошее. В смысле, было надежно как-то жить. Мы на старте, теперь не то, исчезла прыть. Играйте на рисковой карте. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь жизнь переменить. Пусть в голове мелькает просить, не поздно выбрать новый путь. Не бойтесь все на карту бросить и прожитое зачеркнуть. Из дома выйдя в непогоду, бодрите дух, пришпорьте плоть. Не бойтесь тасовать колоду. Пытайтесь, пытайтесь жизнь перебороть. Чисто, так сказать, вот ресторанный опыт у меня, значит, появился, значит, вот когда открыли этот вместо 7-й столовой там ресторан, то ли он «Апельсин» там назывался, по-моему, «Апельсин» его называли, да? Вот, мы месяц там работали, очень, кстати, много, значит, где-то с 8 приходили, и где-то 4-5 утра, вот до этого времени. На тот момент зарабатывали столько, сколько я вот в Якутскэнерго зарабатывал на своей основной работе, даже, может быть, больше. Очень много, так сказать, на тот период я получал адреналина, как бы живой, так сказать, искрометной вот жизни. Все время нужно что-то было решать. Мы как бы творчески подходили, значит, к каждой вещи подбирали ритмику, отминусовывали все лишние инструменты. То есть много домашней работы были и записывали.
Либо это там босанова было, либо там рок-н-ролл, либо что-то лишнего. И сверху Салават тоже живьем гитару. Ну, естественно, у меня там правая рука, я, так сказать, наливочки там делал сверху. И он вокалист, и я вокалист. Мы могли, так сказать, на несколько голосов. Кроме всего прочего, там у меня еще был органайзер. Он делал разголоски. Салават придумал такой микрофон двойной, два микрофона у него было, как бы речь. Один он, когда надо было припев делал, включал органайзер. То есть у него и свой голос, органайзер, и я еще подпевал. То есть у нас получалось где-то как минимум 3-4 голоса. Все удивлялись, как вот вы работаете под фанеру. Нет, говорит, у нас вот такая субмузыка, скажем так, которая, так сказать, вот, ну, заменяла несколько музыкантов. Конечно, это немножечко, ну, свой. Меня критиковали, конечно, ребята, но что делать? Вот, по тем временам, как говорится, приходилось решать и такие вот вопросы. Супруга, значит, тоже, так сказать, нервничала. На работе поработаешь, в пятницу, в субботу, а то и в воскресенье тоже на работе, редко в те времена. Но было прекрасно, что действительно была работа. Мы были востребованы. Вот, и в ресторанах, и там приглашали на свадьбы, корпоративы, юбилей. Очень большие, так сказать, до 200 человек. То есть мы, в принципе, справлялись. Неповторимое время, конечно. Ну, каждому времени свой фрукт, и поэтому мы молодые, красивые, горячие, ищущие все, да, но это же молодежи присущие. И поэтому как мы были действительно в музыке выражали себя. Ансамблей мало, творили, многие сочиняли, сами потом уже начали, когда появлялся опыт. И стихи, и мелодии. Ну, это со временем все обрастало, как ком. Это было самовыражение. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy